Когда мы говорим о роли книги в пространстве человеческой культуры, мы обязательно должны вспомнить причины, по которым появилась книга, по которым она была институциализирована как одно из важнейших открытий и частей человеческой жизни и культуры. Почему это так важно? Потому что здесь в свое время было очень много тумана. Даже ведь Иоганн Гутенберг, изобретая печатную книгу, он меньше всего думал о том, что мы будем умными, что мы будем образованными. Гутенберг мечтал о том, чтобы книги можно было печатать много, часто, и у них появилась бы цена. Он хотел быть богатым. Следующий сюжет в истории книги, который тоже интересен, это церковная книга. Церковная книга во всех религиях, она нужна нам для того, чтобы воспроизвести историю знания, историю грамоты. Потому что церковных книг было две жизни – в храме и для учеников, которые по ней учились читать. Они потом уж учились писать. И у писателя Яновского есть замечательные истории про церковную школу, где дети по книгам церковным, по Библии изучают грамоту. Им дьячок читает азбуки, веди, глаголь, добро и так далее. То есть азбуку кириллицы. Но так как они уже тогда умели хулиганить, умели не учить уроки, после уроков их пороли розгами, ижица, плетка к попке движется, то есть учись хорошо, и тебя не будут пороть розгами. Но это другая сторона истории жизни книги. Есть еще один сюжет, тоже сложный и, наверное, драматичный. Как только книга появляется, как только появляется тираж книг, тут же появляется церковная цензура. Мгновенно появляется церковная цензура, которой интересны содержание всех выходящих книг. Это было и в России, это было в Европе, это было везде. Потому что цензура – это был глаз Божий. И здесь мы можем вспомнить замечательную книгу «Имя Розы». Был такой же фильм о роли книги в средневековой Европе. Если вы помните, вот этот грандиозный пожар, уже сбежали все эти монахи из инквизиции, испугавшись того, что они наделали, и выходит главный герой из сгоревшего монастыря и выносит стопку спасенных книг. Он, наверное, не спасал не столько книги, и идея-то заключалась в том, что монах спасал знания, потому что уже тогда люди средневековые оценили, что только в следующем поколении оценят книги предыдущего поколения. Книги начали в себе хранить знания, они начали в себе хранить опыт предыдущих поколений. И вот это тоже был следующий важнейший сюжет книги. Литература займет в книге свое место, и книга станет коммерчески очень выгодным проектом, когда книги начинают печататься сотнями тысяч тиражом, таким большим. Но научная книга, учебная книга, она по-прежнему остается очень и очень важной. Книги, которые сделали революцию. Давайте вспомним Мартина Лютера, который расколол католическую церковь. И это вызвало еще больше подозрений у католической верхушки по отношению к печатной книге, потому что лютеранство пошло своим путем. Мартин Лютер своими посланиями расколол католическую церковь, и родилась церковь для небогатых людей. Каковы бы ни были человеческие страсти, книга шла своим путем. Книга становится коммерческим предприятием, принимаем мы это или не принимаем, но книга становится бизнесом, появляются издатели, появляются писатели, появляются гонорары, и гонорары очень значительные, потому что издатель Смердин заплатил Пушкину за Евгения Онегина, и
нашему знаменитому баснописцу Ивану Андреевичу Крылову, это не документальные сведения, но где-то по 10 тысяч рублей. В пушкинское время лошадь стоила 5 рублей. Это были грандиозные деньги. И вот с этого дня книга в жизни писателей начинает играть другую роль. Она становится заработком, она становится стимулом к написанию новых книг. Здесь мы можем вспомнить байки про французскую литературу, про Александра Дюма, что у него был целый цех литераторов. Он придумывал сюжеты, они прописывали диалоги, они прописывали приключения. Может быть, это было и так, но мы в данном случае говорим о книге как о бизнесе. Бизнес, который уже был нужен людям, потому что люди не представляли жизнь без книг. Потому что появляется свободное время, люди живут в городах, уже они не в деревнях живут. И светское духовенство поощряет чтение книг, потому что оно прекрасно понимает, что книга может только обогащать. Только обогащать. Она дает знания, она дает представление о мире, она раздвигает границы того маленького мирка, в котором живет обыкновенный человек. И с помощью книги мы ведь можем побывать и во Франции, и в средневековой Англии. И Фенемор Куприн нам рассказывает про Америку. То есть это дивные истории, которые с помощью книги социализируют нас, они делают нас другими, потому что вместе с книгами мы растем. А давайте вспомним про не очень нами любимые книги, про учебники. Когда в начале года мы получаем тоненький учебник, красивый, хорошо изданный, а в конце года вот этот нижний угол становится толстым, потому что мы листаем как? И целый год мы эту книгу листали. В данном случае, как от горького лекарства, благодарности ждать не надо, потому что учебник нам дал столько, что это будет нас кормить всю жизнь и помогать нам в устройстве собственной карьеры. Поэтому учебники – это особая статья. С другой стороны, учебник – это очень доходный бизнес. Это ведь гарантированные тиражи. Учебники не надо продавать, они продадутся сами. И поэтому изданию учебников сегодня во всем мире очень доходное дело. Научная книга. Научная книга – это недоходное дело. У них маленькие тиражи, но ведь наука сама по себе денег не приносит. Плоды науки могут принести такие потом деньги, такие достижения во всем мире, что эта книга становится достоянием всего мира, оставаясь в том же малюсеньком тираже. Я имею в виду открытие Кюри, открытие атомной системы мира. Тиражи же были малюсенькие у его книг, и в тех журналах, где издавалась вот эта история атомного строения мира, но это открытие перевернуло мир. И все дальнейшее в науке шло примерно таким же путем. Поэтому у научной книги с точки зрения бизнеса доходности нет. Но каждое государство, в которое вкладывает деньги в научные книги, оно потом получит много миллионов процентов от каждой книги, потому что те, кто ее прочитают, станут понимать новые технологии, новые знания, помогут им открыть новые страницы в этом мире. И особые книги, это книги про путешествия. Это книги, как бы сегодня сказали, это книги для романтиков. Может быть, это и так. Но среди нас нет ни одного, кто не мечтал стать путешественником, кто не мечтал побывать в Лимпопо, кто не мечтал съездить в Северную Америку, кто не мечтал пройти по пути Миклоха Маклая, да и много здесь всяких имен, поэтому книги о путешествиях, повторяю, с точки зрения читателя, это замечательная вещь, это книги, которые открывают каждому из нас мир. С точки зрения бизнеса,
это очень доходный бизнес. Я один раз заплатил гонорар автору этой книги, и потом я ее издаю, переиздаю, и эта книга мне приносит только доход. С точки зрения истории нет более точного знания, чем в старых книгах. Вот это томик «Отечественные записки», 1828 год. И сколько бы историки литературы не пересказывали, о чем здесь было написано, и кто здесь печатался, а издавал его Павел Свинин, если вы помните, лучше всего прийти в библиотеку, взять этот томик и почитать первоисточник, потому что комментарий всегда лукав. Кто-то любит этот журнал, кто-то не любит этот журнал. И хотя комментатор, то есть историк литературы, стараясь быть нейтральным, но он все-таки что-то упустит. А может быть, я буду хвалить только отечественные записки. Не люблю я или не люблю я современник, буду хвалить отечественные записки. Или буду я хвалить только журнал, где издавался Писарев. Понимаете, вот в этом сила книги. И поэтому в 1933 году, когда фашисты пришли в Германию к власти, первое, что они сделали, они сожгли книги на главной площади Берлина. Этот костер горел несколько дней. И они таким образом примитивно думали, что они изгонят из голов немцев знания, которые дали эти книги. Но ведь эти книги сохранились и в других библиотеках. И поэтому я совершенно отчетливо представляю, что немцы восстановили в своих национальных библиотеках все те книги, которые были сожжены фашистами. Это мне дает основание утверждать, что все на этом свете бренно, что все начинается, кончается. Но книга и знания, у них нет финальной точки, потому что книга, не сохранившись в одной библиотеке, сохраняется в какой-то другой библиотеке. А знание, более того, перейдя в ремесло, оно становится вечной принадлежностью человеческой жизни.